связанных с этим основных каких-то экологических моментах и экологических ситуациях, которые сложились в Центральной Азии. Вот. Было много статей, было много разговоров по этому поводу, вот, что важно для нас. Сегодня я хочу усилить, эту тематику, расширить ее и поговорить с вами про послание, собственно говоря, про то, что стоит говорить, если мы говорим об экологии. С одной стороны, да, то есть как принципиальные люди, разбирающиеся в этом вопросе, а с другой стороны, каким образом самим для себя, вот как журналистам, простроить некоторую дорожную карту, вокруг каких центральных вещей сегодня двигается экологический дискурс, да, и на что стоит обращать внимание, а что-то, может быть, является каким-то, может быть, второстепенным или менее значимым. То есть я надеюсь, что в результате моей презентации вы увидите некоторые акценты и механизмы, которые я говорю. Вот. И для начала, называется она «Освещение экологической безопасности СМИ» и послание метафоры, то есть каким образом можно удерживать эти сложные объекты. И у вас в программе еще написано «Взгляд эколога». То есть я буду говорить об этом не как профессиональный журналист или там человек, владеющий информационным потоком, а именно как эколог. То есть что значимо для нас. И я надеюсь, что в конце, после меня будет выступление наших уважаемых профессоров из Германии, которые расскажут, через какие механизмы можно эти теоретические модели, может быть, подавать. И я думаю, что в конце у нас, случится дискуссия. Так что я прошу вас готовиться к ней. Вот. Единственное, что в принципе по ходу можно, я буду делать паузу и можно задавать вопросы, но лучше задавать вопросы не дискуссионные, которые мы переносим в конец, а именно вопросы на понимание. Хорошо? То есть так, мне кажется, будет осмысленнее и легче. Вот. Ну тогда что? В добрый путь, пойдемте. Итак, первое, о чем я хочу с нами поговорить, и первый, скажем так, самый большой глобальный вызов, который стоит перед человечеством как таковым в 20 веке, это различные виды угрозы безопасности. И в соответствии мы рассматриваем экологические проблемы в рамках общего контекста разговора, дискурса и мыслей о безопасности. И второе, здесь, раз мы говорим о слове безопасность, то появляется слово риск. Да? То есть опасность, в смысле, где есть безопасность, там есть и опасность. Да? И появляется слово риск. Вот. Надо сказать, что современная западная социология и современная, собственно говоря, энвайронментальная социология, да, то есть это те, кто занимается изучением общественных движений и, соответственно, и как в общественных движениях отражается экологическая мысль, выводят на передний план проблему появления общества риска. Да, то есть общество, в котором появляется специфическое отношение к риску. Что мы здесь можем увидеть? Что мы говорим, что общественное производство богатства порождается общественными рисками, да, и у рисков появляется новое лицо. То есть если раньше люди жили в одной точке, да, то есть, скажем так, было более-менее ограниченное движение, да, очень большие расстояния разделяли потоки труда, товаров, потоки обмена людьми, да, то есть, собственно говоря, поток людей были меньше. И люди были обречены или, скажем, носили на себе бремя местных экологических рисков, понимаете, да, то есть только на какой-то территории. Есть знаменитая история о том, что одна из шумерских цивилизаций погибает именно вследствие того, что они не учли риск перепотребления почвы. То есть, смотрите, они в свое время съели или уничтожили всю почву вокруг себя, потому что перепотребили, да, надо было для городов, когда оседлая цивилизация, конечно, то есть когда надо было больше производить этих продуктов сельского хозяйства, не соблюдались закономерности севооборота и другие, и почва просто стала исчезать, деградировать. Вот. И государство погибает, да, то есть цивилизация там перестает существовать.
Именно потому что риск как бы сами производят риск, сами несут на последствия. В сегодняшнем мире так не получается. Потребляют одни, производят другие, в смысле, ресурсы занимаются в одном месте, этот ресурс потребляется в другом месте, и риски от его и производства, и перепотребления несут в третьем месте. Понимаете, да? То есть достали какой-нибудь химический элемент в одном, из него стали на химический завод совершенно в другом месте, и он тоже несет свою зону рисков. И значит, товар этот, который тоже может нести в себе какую-то проблему, в третьем. И эта цепочка все больше и больше и сложно распространена по миру. Значит, вот. И здесь сказать, что самое страшное, что у риска появляется невидимое лицо. С развитием науки и технологий мы получаем также проблемы, связанные с тем, что многие отходы, да, то есть производство, или многие вообще полученные химические вещества просто неизвестны никаким образом для нашей биологической системы. Смотрите, как я сложно говорю, да? То есть неизвестны не только что науки, да, а для нашей биологической системы или для этой системы. То есть никогда живые организмы не сталкивались с этими веществами. Понимаете? И вот это новые вещества, они несут в себе, конечно, и плюсы, которые могут быть в виде лекарств, что они значит, убивают бактерии, но как с одной стороны, но с другой стороны минусы, потому что экосистема и живой организм с ними не могут справиться. Понимаете, это вот новое лицо. Новое лицо риска – это радиация. Конечно, она невидима, ее никто не чувствует, да, то есть, как бы, но мы изымаем из Земли этот уран, поднимаем его наверх, и, пожалуйста, мы с ним, значит, имеем все последствия. И вот здесь последствия Фукусимы, мы знаем Чернобыль, мы знаем другие истории, то есть мы просто сами понимаем, то есть эту ситуацию как бы из небытия, да, или из какой-то захороненности. Следующее, это, конечно, проблема, связанная с тем, что нас становится все больше и больше. И мы все больше и больше живем в искусственной среде. Да, в техногенной, как мы говорили, то есть мы все дальше и дальше от естественной среды, все больше искусственной. Искусственная среда сама по себе очень специфична по производству рисков. В том смысле, что, например, мы все с вами ездим на автомобилях, да, но мы знаем, что автомобиль попадает в аварии. И тем не менее мы как бы ездим на автомобилях, не говоря уже о полетах самолетов. Да, это тоже, значит, определенные, то есть технические средства, они вносят новые риски в нашу жизнь. Я думаю, что здесь это тезис понятен. Теперь, значит, что здесь сказать, что центр рисков сегодняшних лежит в будущем, и ряд рисков успешно приходит в признание. Смотрите, нам говорят, в самолетах нам рассказывают о том, что пристегните ремни, то-то, потому что мы можем упасть. Понимаете, да? То есть мы заведомо идем с этой вероятностью, да, и вспоминаем то, что произошло с президентом Польши, да, то есть это трагедия огромная, ну и вообще множество трагедий. Сейчас постоянно показывают, что мы как бы готовы, общество готово принимать риски, видите, да, и легитимизируется. И другой вопрос, что вот часто, особенно те риски, которые не понятны, скажем так, вот массовому сознанию, такие как там, производство токсических веществ, может быть какие-то нарушения биологического сообразности, они как бы признаются как несуществующие, и их ничто не допускает вплоть до отмены. То есть об этих рисках перестают думать. Мы как раз пытаемся сказать, что экологическая работа, экологическая значит, деятельность в обществе помогает понять эти риски и научиться с ними работать. Вот. И значит, мы хотим сказать, что обратная сторона происходит, когда невидимые неосуществимые риски могут драматизироваться или недооцениваться, то есть открыты для социальных описаний. Вот. Понимание наличия информации становится ключевым фактором, да, то есть это очень важно для нас. И это, значит, об этом говорит, вот, если вам будет интересно, Зигмунд Бауман, он является, собственно говоря, две фамилии надо говорить по поводу общества рисков, это Бек и Бауман. Да, то есть, как бы, вот, если вам будет интересно, то можно это просто посмотреть в интернете и каким-то образом познакомиться с этими концепциями. Но мне важно здесь сказать, что вот эта открытость для социальных описаний. Мы все прекрасно помним эту экологическую катастрофу в конторе, на конторе, да, когда разлились эти цианиды. До сих пор идут волны социальных описаний, идут до сих пор. И когда мы проводили с вами вот, значит, фондом Аденауэра семинар в Караколе, то там тоже сегодня опять нас просили говорить о все новых и новых
значит, описаниях этого. То есть, понимаете, постоянно они все время описываются. И здесь, значит, почему я вам про это рассказываю, что здесь задача журналистики очень аккуратно разбираться в этих вопросах. Не поднимать панику и как бы строить вот в этом смысле систему социальных интерпретаций в негативную сторону, а стараться разобраться так ситуации, чтобы люди реально могли выйти из кризиса. То есть мне кажется, что одна из наших совместных задач, как экологов, так и журналистов, это выход из кризиса, а не усугубление социальных интерпретаций этого кризиса. Вот мой, собственно, первый тезис. Если здесь нет вопросов, двинемся дальше. Нет вопросов, да, тогда? Сделал. Так, значит, следующее, что я хочу показать и что важно для экологических процессов, это задать такой сложный вопрос. А если у нас выбор не задумываться об этих рисках и не задумываться, то есть ну вот просто их игнорировать и не задумываться в этом смысле, если в общем сказать, о вопросах экологии. И мы, здесь я привожу очень такой, может быть, вам интересный пример. Обратите внимание, это пример, который приводит славянский философ Жижик. Он говорит о том, что когда вам задают вопрос, кошелек или жизнь, то на самом деле, коллеги, выбора ведь нет. Ты не можешь выбрать смерть, да, то есть как бы и там кошелек, то есть это как бы иллюзия, потому что если ты уже умер, то никакого выбора нет, понимаете, да, то есть выбор может быть только если ты продолжаешь жить. Понятна эта ситуация, да? Поэтому, когда мы говорим об экологических проблемах, то все вопросы экологии связаны с жизнью как таковой, с жизненными основаниями. Вот. И в этом смысле для ее продолжения надо придерживаться определенных правил. То есть мы говорим о экологических лимитах. То есть не думать, что вопросы экологии – это вопросы нашего выбора. К сожалению, выбора никакого нет. Мы просто должны для того, чтобы оставаться живыми, мы должны сохранять у себя, вот, придерживаться этих правил и норм, да, то есть, вот, собственно говоря, которые называются экологическими лимитами. И учитывать и в программах развития, и в программах транслирования, как, значит, в программах развития, как политические программы, и в программах транслирования, как программы школьные, образовательные, да, то есть масс-медиа. Вот эти вопросы, что давайте будем аккуратны к тем процессам, которые у нас существуют. Вот. Ну и еще один очень важный момент, это то, что когда мы говорим об экологии, здесь есть тоже определенная своего рода как бы асимметрия, да, то есть о том, что когда мы говорим об экологии, то мы должны понимать о том, что мы имеем дело с очень сложными объектами. Коллеги, вот это очень важно. И на самом деле, когда мы их упрощаем, то очень часто мы теряем вот этот вот, значит, мы теряем эту логику. Значит, смотрите, что я хочу показать. Сказать, что, значит, смотрите, что для экологических объектов единицы измерения часто бывают несопоставимы. То есть, например, жизнь человека, жизнь завода, который он строит, и жизнь экосистемы, в которой это происходит совершенно в разных масштабах времени. Понимаете, да? То есть, как бы, или жизнь города, например. Жизнь города и жизнь экосистемы сопоставимы. А жизнь уже отдельного человека несопоставима с этим. То есть она гораздо меньше. И часто мы говорим о том, что экосистема, или вот естественная жизнь, она живет долго, миллионы лет, воспроизводится и продолжается. То есть в этом смысле мы должны вот все время помнить об этом уровне перехода от одного человека, индивидуума, к сложной системе объектов, да, то есть, как бы, которая является экосистемой. Вот, смотрите, здесь вопрос на самом деле очень глубокий, много и один. То есть в этом смысле мы как личности единичны. Ну как биологические существа, мы находимся в очень сложной взаимосвязи с разными другими живыми существами и объектами. Да? Вот. И в этом смысле это принцип разнообразия, что для нас самое главное для человечества, да, то есть мы стараемся тоже выстраивать разнообразие. Женщины стараются не носить одинаковые кофты, да, то есть, ну или там что-то, да, мужчины тоже как-то стараются выделяться. То есть каждый из нас старается выделиться из однообразия в разнообразие. И почему, если задаться этим вопросом? Потому что это базовый природный принцип. Природа только тогда устойчива, когда она разнообразна. И если мы сокращаем это разнообразие, превращаем его в единообразие, то мы теряем эту устойчивость. Вот это очень важный, то есть она просто становится, эта система становится неустойчивой во времени. Вот, значит, следующее это системность и сложные обратные связи, что на самом деле при описании экологических объектов, да, то есть или вот вообще, когда мы работаем с экологией, мы имеем дело с системами, а не с
конкретными пташками. Понимаете, да? То есть, и самое главное, что у них внутри этих систем деятельности, которые являются экосистемой, собственно говоря, это определенный тип скоординированности потоков вещества и энергии. Понимаете, совершенно о другом задуматься. Экология это немножко о другом. Это не всегда о выбросах или о мусоре. Это некоторые следствия. А о том, что есть некая базовая скоординированность потоков вещества и энергии, в которую мы с вами тоже включаемся определенным образом. И либо включаемся на позитивном уровне, либо нарушаем это. И вот эти нарушения как раз таки приводят к тому, что у нас там появляются болезни, там, катастрофы и так далее. Понимаете? Да? А если все скоординировано, сбалансировано, то есть это слово баланс появляется, то все, значит, что тогда эти связи обратные, они не выходят из-под контроля. Они находятся внутри закономерности развития самой системы. Значит, про время я уже сказал, что экологические риски и экологические проблемы, они чаще всего не формируются на глазах одного поколения. Это длительный процесс. Вот. И эта длительность чаще всего выходит за рамки жизни одного человека. Вот. И раз это выходит за рамки, то есть очень сложно на самом деле думать о детях. Мы их любим, да? То есть, но чаще всего предоставляем им возможность решать свои проблемы самим. Вопрос в том, что при нынешнем состоянии развития эти проблемы они уже решать не смогут сами, потому что мы с вами уничтожаем эту самую основу. Вот. Еще что я хочу сказать, что здесь при работе с природными или экосистемными дикими объектами мы понимаем о том, что жизнь устроена сложно, она устроена на разных уровнях организации. Смотрите, это вирус, с которым мы сталкиваемся, невидимо никому, бактерия на уровне одной клетки, выше уже идут пласты нескольких клеток, да, то есть, которые объединяются для нас с вами в некоторые органы, да, то есть уже это образование, и там происходят совершенно другие процессы. Далее это процессы, которые объединяют нас в системы органов, да, и это уже целые организмы получаются. Потому что есть организмы, которые очень с ограниченной системой функций находятся. Но при этом вся полнота жизни находится только в одном объекте. Да, вот когда-то биологи говорили, все живое из яйца. То есть только в одной клетке. Да, то есть в этом самом яйце. Да, то есть вот там все заложено. Но потом оно начинает развиваться. Да, собственно говоря, вы тоже, наверное, знаете эту тайну, что мы с вами происходит из яйцеклетки оплодотворенной, да, и потом в этом развитии образуется новая система организации. И тогда уже надо говорить об этой системе организации. Но это еще не конец. Организм это только начало. Да, клетка, организм это только начало. Потому что дальше мы вступаем в взаимодействие с другими организмами и образуем очень сложные цепи взаимосвязи, которые где-то могут быть линейные, где-то могут быть там, цикличные и другие закономерности. То есть образуем сложные системы объектов и взаимосвязей. Вот, понятно здесь, да, то есть которые часто называют экосистемами, а экосистемы собираются в биосферу. И в этом смысле вся биологическая оболочка, она состоит из вот таких небольших сложно организованных систем. Вот. Здесь специально показал эти кубики, потому что, конечно, когда вам приходится сталкиваться с вопросами экологии, то вам приходится сталкиваться с таким сложным языком описания. Видите, да? То есть, и в этом смысле здесь очень важно, наша с вами задача научиться транслировать друг другу эти языки от языка науки к языку, скажем так, нормальных, обычных людей, да? И из языка на обычных людей забросы в науку. То есть вот эти постоянные переходы, я думаю, что здесь задача средств информации очень сильная и важная, да? Потому что то есть, соотношение, синхронизация и переинтерпретация вот этих разных языков описания. То есть мы сейчас говорим, конечно, не о русском, английском и французском, да, а языке внутри даже любого из наших языков, в которых описывается сложный объект. Но посмотрите, следующее, на что я вам хочу обратить внимание, это угол зрения, что на самом деле для экологической позиции очень важен угол зрения. Этот кубик, вы понаблюдайте за ним. Если вы посмотрите сначала на оси А, да? Вот посмотрите, он как бы в одну сторону. А потом вы посмотрите на оси Б. Вот проделайте этот опыт. Что происходит с кубиком? Сначала вы смотрите только на А, старайтесь сосредоточить свой глаз только на а потом только на Б. Что происходит с кубиком у вас на глазах? Ну ответьте мне, пожалуйста, что происходит с кубиком?
Вы смотрите на оси ААА, а потом на БББ. Что он делает? Переворачивается. Разными углами. Он, еще раз, увидели, да, то есть, как бы, что он поворачивается, девушка, посмотрите, пожалуйста. То есть, смотрите, сначала на оси А, а потом на оси Б. Ну вот вы сосредоточились, потом раз и переместили взгляд на ось Б. Видите, что происходит? Он как будто бы перепрыгивает, переворачивается. Видите эту ситуацию? Ага. Это очень важно. Когда-то этот знаменитый опыт сделал в своем логико-философском трактате австрийский философ Wittgenstein. То есть он занимался проблемой языка, и он говорит, что все зависит от, так его с тех пор и назвали, опыт Wittgensteina, что о том, что все зависит от угла зрения. Смотрите, сосредоточились на одних осях, получился один угол зрения, сосредоточились на других, он как бы переворачивается. И вот эти перевертыши, мне предельно важна эта метафора именно для вот, журналистского сообщества, что люди в какой-то момент могут менять ось своего, к чему они, значит, присматриваются, и от этого в зависимости меняется вся структура объекта или сама его расположение в пространстве, понимаете? Точно так же и мы можем сосредоточиться, например, на каких-то проблемах вины и опасности при разговоре об экологических ситуациях, а можем сосредоточиться на качестве жизни и выхода из экологической ситуации. И это совершенно будет это будет один и тот же объект, но совершенно разные углы зрения. Понимаете, да? То есть я хочу, чтобы мы сейчас перешли с вами к настройке этого самого угла зрения. Видите? Значит, и, соответственно, дальше я хочу нам сказать о современном взгляде на экологию. То есть о том, на что же, на какие же оси стоит обращать внимание, что стоит на самом деле видеть. Да, то есть как эколог я говорю, вот это действительно достойно, а вот это нет. Для начала я приведу простой пример. Вчера была передача, может быть по НТС кто-то видел, мы вернулись из Каракола, и была передача о снежных барсах. Не видели когда это или фильм видели? Значит, особое мнение. Ну, если вот у журналистов есть возможность, можете, там они, по-моему, на сайте как-то вешают особое мнение. Вот, и там одновременно рассматривался очень, с моей точки зрения, удивительный вопрос. Когда одновременно рассматривался, или два удивительных вопроса. Значит, с одной стороны, разговаривали о двух маленьких там барсятах, да, которые родились у нас здесь. Вот, и, значит, что у них есть болезнь глаз. Вот, и что этих барсят надо каким-то образом лечить. Вот, и, значит, пытается понять, где их начали лечить. В России, в Казахстане, здесь. Значит, там местные, значит, кто за ними присматривает, да, то есть экологи, там, зоологи, да, то есть посмотрели и, значит, говорят, что испробовали это, значит, разные формы, то есть Манкулов там собирался их лечить и так далее, но не получается. Значит, там что-то собирается, очень сложное оборудование. Вот, и они, значит, предлагают другую модель, значит, что отправляют этих барсов в Казахстан, но казахи за то, что они, значит, занимаются их лечением, оставляют их у себя для развода в казахском зоопарке. И этот вопрос вдруг приобретает совершенно другую окраску. Вот в этот момент, когда их отправляют в Казахстан, он из вопроса безопасности двух животных, да, становится политическим вопросом. И об этом, значит, уже, значит, на этом вопросе, оказывается, занималась у нас, значит, наша уважаемая Роза Атунбаева, она, значит, одни решения принимала. Потом, значит, наш уважаемый президент Атунбаев во время его дискурса, значит, тоже, когда он еще был премьер-министром, значит, тоже по-своему решал вопросы, поручал это. Это прям передача все описывается. И третий вопрос, этими же двумя барсятами сейчас занимается наш премьер-министр Бабанов, да, и о том, что, значит, что же с ними делать. И вопрос он приобретает политическое значение. Ну, и там масса вокруг этого была дискуссий. Но, коллеги, меня, кстати, взволновало не это, как ни странно, то, что я рассказал, а то, что и там как-то он будет решаться этот вопрос. Но параллельно с этим в одной и той же передаче рассматривается вопрос об отведении земли Кумтору в, значит, заповедной зоне Иссык-Куля, то есть вокруг Иссык-Куля. Да, Кумтор, вы знаете, что такое Кумтор, да? То есть это наше, значит, горнодобывающее предприятие. Коллеги, несопоставимые вопросы здоровья двух барсят и вопрос, значит, ограничения ВОЗ, а там очень сильные юристы вдруг начинают. То есть откуда появляется Кумтор? Кумтор помогал этих специалистов привести, чтобы эти барсята посмотрели в глаза, понимаете, да? То есть, смотрите, они там спасают двух барсят, ясно, они красивые, ясные, их можно показывать в средствах массовой информации, они в этом смысле ясные объекты. А там какие-то экосистемы, какой-то никому непонятный заповедник.
у которого оказывается сложная система отведения территорий. И юристы Гумтора узнали о том, что там оказывается непонятно, что это не буферная зона. И что, ну и там начинается слова, а тут уже никакого, вот у меня сердце кровью обливается, я уже забыл про этих, вот я, как там специалист-эколог, забыл про этих борсят, потому что это всего 2 системы. А когда там они начнутся разработки и взрывы, там погибнут все. Коллеги, вы понимаете, я точно про это знаю. Потому что в этот, значит, заповедник 2 только, значит, прохода, да, то есть как бы, и они фактически закроют. Это, там не проблема только буферной зоны. Там проблема именно того, что значит, он не будет связан с другими экосистемами. Не будет связан с другими экосистемами, не будет миграции видов. Не будет миграции видов, не будет есть чего барсам и всем другим животным. То есть на самом деле как бы, надо сохранить эту территорию. И этот вопрос гораздо важнее, но гораздо непонятнее. Понимаете, да? То есть как бы, тут начинаются экологические, значит, экологические моменты, сталкиваются с юридическими, что оказывается этот директор заповедника неправильно указал территорию, это такая проблема, ах какой. Понимаете, да? То есть как бы, с одной стороны, в этом смысле, смотрите, как интересно высвечивается предприятие Гумтор. С одной стороны, помогает этим 2 борсятам. Ну, собственно говоря, какие-то копейки для такого огромного предприятия. С другой стороны, загребает совершенно огромную историю, только потому что там нашли гораздо больше золота. И сейчас будут все делать для того, чтобы это золото как бы, там добыть. И забудут, конечно, про этот заповедник, я практически уверен. Вопрос в том, что я хочу, чтобы вопрос освещался правильно. Чтобы мы перевели фокус с борсят на заповедник, в котором не жалко борсят. Их надо лечить, наверное, что-то делать, да? Но несопоставимые классы выигрыши и проигрыши, понимаете, да? А для средств массовой информации эти объекты лежат одинаково. Коллеги, я ясно рассказал вам сказку о том, что это было вчера буквально. И там я видел, как разговор идет, значит, из юридического языка, то есть, значит, жалость к борсятам, юридические, значит, какие-то нормы, там потом вдруг рассказывают, и потом рассказывают о, значит, исчезновении, значит, то есть о том, что они в буферной зоне будут, значит, делать карьеры. Вы представляете, я просто в шоке. Потому что буферная зона это все-таки буферная зона, там нельзя взрывать. И просто не надо, для этого и сделали, да? А то, что она там на 500 метров больше или меньше, для меня это не важный вопрос. Важно, что как бы при таком раскладе там сохраняется та экологическая сеть и экологическая система, которая, собственно, для чего его заповедовали. Понятно, да? Коллеги, есть ли здесь вопрос или все понятно, мой? Почему я хочу, чтобы вы увидели, на чем надо фиксировать взгляд? Значит, вот на что я вам обращаю внимание. Значит, с одной стороны, значит, тогда мы говорим об экологических приоритетах. С одной стороны, это о природных механизмах. Что мы говорим о том, что природные механизмы являются базой, фундаментом. Сейчас вы увидите это в виде картинок, да? То есть просто сейчас как бы в целом. Значит, с одной стороны, всегда надо задуматься о реальности природных механизмов, а не жизни одного объекта или там 5. Это, в принципе, к сожалению, уже незначительно для... о том, что наша деятельность можно спасать 2, 5, 7 борсят, может быть даже 3 человека, но убить миллионы, тысячи, понимаете, только потому, что они никак не могут о себе заявить. У них нет камер, средств массовой информации, которые этих борсят можно снять, а тех нет. Они там где-то, непонятно где, понимаете, да? И то, что их там, и там разговор начинается другой, земли, отводы, еще что такое. Не про земли и отводы надо говорить, а про природный механизм. Разрушится этот механизм или нет? Будет в Кыргызстане нарушена система вот этого заповедования или не будет нарушена? Будет ли подорван этот фундамент? И в этом смысле надо понимать о причинах и следствиях. То есть мы считаем, что сегодня, значит, все экологические проблемы, то есть наша, значит, организация и ряд экспертов считают, что экологические проблемы связаны именно с разрушением базы естественных экосистем. Именно из-за того, что мы перешли в 70-е годы 60% барьер, у нас начались все экологические проблемы. Значит, следующее, это надо обращать внимание на социальные механизмы. Каким образом регулируется процесс. То есть не может быть не столько на жизнь отдельных объектов, да, сколько на культуру, которая нормирует, и право. Да, то есть каким образом нормируется это пространство экологическое, как выстраиваются отношения между объектами. У Шумер по-своему, у нас по-своему. Это тоже я покажу. Еще на что надо обратить внимание, это прогнозы и динамики. Коллеги, экология, наука прогностическая. Мы многие вещи с вами берем из сегодня в завтра. Потому что, вот я хочу привести пример, я говорил уже о нем в Караколе. Это пример с тем, что когда-то я знал этих людей, которые около Москвы
значит, говорили о том, что не сушите эти болота, не сушите, будет плохо. Вы думаете, что и все послушались? Со степенями были важные экологи и так далее. Все сказали, да ладно. Чиновники сказали, ну что, болото. Последствия будут потом. И вот, помните, 2-3 года назад, мы помним, Москва горела, да, то есть это горели вот эти пожарища вокруг или торфяники, да, потому что высохло. И это вот как раз-таки оттянутое следствие того, что есть, да, то есть смотрите, было как бы два прогноза. Один экологический негативный прогноз, который говорит, не сушите болото, иначе будет плохо. Другой был политический прогноз, как бы говорят, нет, мы знаем, что будет хорошо, то есть он такой волевой. Понимаете, да, то есть как бы, к сожалению, сбылся экологический. И они обычно сбываются. Я, кстати, не очень люблю, когда они сбываются. Я, наоборот, я работаю над тем, чтобы не сбывались. Понимаете, у нас тут прогнозы экологические, то есть у нас в этом противоречие. Мы не должны как бы с вами вести к минусу. Мы должны, опираясь на этот фундамент прогнозирования, стараться изменять какие-то ключевые моменты и находить выход из этого. То есть как бы, прогноз лучше, когда он не сбывается. Экологический, негативный прогноз. Но, тем не менее, значит, как бы говорят, ха-ха-ха, вы не правы. Пусть лучше будем мы не правы, но жизнь останется. Вот как бы наша позиция. Ну поэтому я про прогнозирование хочу поговорить. И еще, что можно и нужно делать. Это самое интересное. А что, чтобы вот транслировать, сосредотачиваться в том, что можно и нужно делать. То есть каким образом давать людям эти здоровые, хорошие, добрые механизмы, повышение качества жизни, где учитываются экологические лимиты. Ну вот и пожалуйста, значит, теперь я хочу показать вам в виде ясных посланий и месседжей, то есть как бы вот, чтобы вы уже могли их просто пользовать как бы какие-то структуры для своих, значит, статей и публикаций, и вокруг них сосредотачиваться. То есть, значит, у меня такая структура дальше будет. То есть вот так, как бы часть была более теоретическая, а сейчас более такая, ну как бы ясная, практичная часть, да? То есть мы поговорим про природные механизмы, видите? Значит, и я постараюсь всегда найти какую-то интересную картинку, чтобы она как бы как-то запоминалась. Хотя бы для данной аудитории. Если вы это транслировать будете дальше, замечательно. Смотрите, значит, жизнь явление уникальное. В пустом космосе, говорит Вернадский, есть эта маленькая костной материи, пустой космос, костной материи. Материи, в которой нет жизни, вот она пустота. Огромная бесконечная пустота, бескрайняя, она выливается далеко-далеко за пределы нашего круга. Значит, есть маленькая частичка нашей с вами жизни, да, вот этой, как бы, которая погружена в естественные экосистемы. И смотрите, и жизнь это уникальное явление на планете Земля. Мы не знаем, в фантастических фильмах, в фантастических книжках говорится про то, что есть жизнь. Фактически мы ее не знаем больше нигде, кроме как на Земле. Это факт. Понимаете, да? Соответственно, давайте к ней относиться бережно. Фантастика фантастикой, наша жизнь с вами жизнь. Да? И мы хотим сказать, что о том, что, смотрите, природный механизм, жизнь, явление уникальное, и экосистема является фабриками жизни. Вот это самое главное, что если мы эти фабрики жизни не разрушаем, мы как живые объекты не будем двигаться. Ясные послания. Соответственно, смотрите, для меня ведь ясно теперь, на что смотреть на культуре. Не рушьте нашу фабрику жизни. Вашей фабрикой золотодобывающей, не рушьте нашу фабрику жизни, это, естественно, то есть этот заповедник, который является, собственно говоря, исконной экосистемой. Понимаете, да, как просто при помощи этих месседжей понимать ситуацию. Коллеги, здесь есть ли какие-то вопросы фиксации или двигаться дальше? То есть я о чем говорю, что если вы будете такие ясные послания отправлять своим читателям, ну, зрителям, да, то есть, как бы, что, то будет ясно, почему формируется та или иная позиция. Да, то есть, как бы, я вообще, тем более, что я не считаю, что экологическая позиция требует каких-то, ну, слишком сложных доказательств. Они есть, да, то есть я могу эти выкладки дать, но это ясно и на таком, на очень ясном уровне. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, значит, я хочу обратить ваше внимание на сайт, значит, который внизу заполнен. Значит, сайт, который, значит, это, вот, смотрите, это метафора, которая представлена в, значит, Конвенции о биологическом разнообразии. Мне ужасно нравится это рисунок. Вот это прям вот, набирайте Конвенцию о биологическом разнообразии, и там, вот, почему я показал только вот эту ссылочку, потому что там есть специальный учебник, как бы сказать, вот для просто Конвенция о биологическом разнообразии, для людей, понимаете, сделан на русском языке для людей. И там очень интересные вещи показаны, да? То есть мы показываем, смотрите, чтобы мы с вами понимали, что все, что здесь есть, это живое. И вот это вот как бы, то есть вот это запомните, взять для себя. Понятно, да? То есть если сайт записали, посмотрели.
конвенция о биологическом разнообразии и, значит, вот, соответственно, метафора сеть жизни. То есть жизнь, она как бы имеет сетевую структуру. Все переплетено совсем. Видите, да, это удивительное метафорическое послание, да, в виде картинки, которое я хочу, чтобы вы запомнили, скрафтите и увидели. Так, значит, смотрите, так, да, значит, конвенция о биологическом разнообразии и, значит, сеть жизни. Да, уловили? Это тоже метафорическое удержание. Часто нам говорят, для того, чтобы удержать сложный объект, его надо превратить в метафору, то есть как бы по подобию. То есть, чтобы понять, что такое жизнь, надо увидеть по подобию вот эту сетевую структуру. Да, то есть, значит, следующее это, значит, ну вот я хочу, значит, еще одна картинка. Значит, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что именно жизнь формирует и регулирует климат. И только жизнь создает условия для жизни. Запомните этот месседж или послание, которое точно так же, оно вам может помочь понять множество проблем, которые возникают значит, при описании экологических ситуаций. Значит, жизнь явление уникальное, экосистемы являются фабриками жизни, и только жизнь создает условия для жизни. В этом смысле, если мы нарушаем механизм, ну, первое, конечно, надо определиться, хотим ли мы остаться на стороне костной материи, мертвой материи, или живой. Я все-таки предпочитаю на живой. Да, коллеги? И тогда, в этом смысле, раз на стороне жизни, на стороне живой материи, тогда надо бережно относиться к этим самым экосистемам. Вот очень простой механизм. Не потому, что экологи против производства или еще чего-то, а потому что жизни просто не будет. Производство может остаться, а жизни не будет. Вы видели фильмы все «Земля после людей», да? То есть, как бы, вот это, если не видели, посмотрите. То есть там очень ясно показано, все наши города и все остальное останется, нас с вами может не быть. Я хочу, чтобы мы остались. И поэтому говорю, что вот этот удивительный механизм надо сохранять. Это, естественно, развитая экосистема. И вот она, видите, вот эти вот вылетающие отсюда, как бы, такие как салютики, да, то есть, как бы, это как раз таки мы пытались сказать, что это некоторые экосистемные функции. То есть, да, это регуляция кислорода, это регуляция состава вообще воздуха, это атмосферы как таковой, это разные циклы значит, питательных веществ, это регуляция почвы, это регуляция воды и так далее, и так далее. То есть все это делает лес, все это делает естественная система, и надо ее трогать, пусть она работает сама для себя, и мы с вами будем живы. Ну вот, пожалуйста, на Земле существует, это следующее, что на Земле, оказывается, существует не одна, а несколько зон. Значит, смотрите, есть зоны потребления жизни, есть зоны ее создания. Вот смотрите, вот эти вот зеленые, это зоны потенциального, видите, как бы, там, где лесные сообщества вдают этот реальный период. 1500-150-200 лет назад. Смотрите, сколько было лесов. Вот видите в эту картинку очень ясно. Вот светло-зеленое. Это сколько их было. А вот это вот темно-зеленое. Это сколько их осталось. И вот в ответ на весь вопрос, откуда экологические проблемы. Вот отсюда. Вот из этих систем, как бы, да, то есть эту картинку нам подарили еще на конференции по биоразнообразию. И смотрите, и вот здесь есть три замечательные вот эти круга, там, где зоны, где уже естественных экосистем практически не осталось. Там могут быть красивые лесопосадки, но там экосистем уже как таковых нет. И поэтому мы говорим о том, что, значит, там жизнь сейчас не воспроизводит, она воспроизводит только вот в этих вот маленьких очагах. Мы с вами тоже относимся к этому очагу, да, то есть у нас есть наши леса. Давайте их не трогать. В этом сам наш капитал будет, наш вклад в мировой капитал будет больше. Понятно? Вопросов нет? Дальше зоны. Значит, есть зоны, где жизнь создается, и есть зоны, где жизнь разрушается. Мы считаем, что надо сохранять те зоны, где жизнь раздается в естественном как бы, виде. Ну вот, пожалуйста, я вам показываю, что такое зоны с разрушенными. Значит, видите, какая метафора, да? Вот они, зоны, которые сохранились, а вот они разрушенные. И система может уже не работать. Да? Вот что как бы, проблема в том, что если механизм, и сейчас проблема в том, что механизм надо налаживать. Наша задача как бы восстановить вот эту вот систему, чтобы было лучше. Собственно говоря, это как бы один из как бы, показателей того, что климат, ну или как метафора того, что климат меняется, да, то есть о том, что вот именно потому, что разрушена часть этих естественных экосистем. Вот, ну вот еще что мы хотим сказать, что вот какие послания вы можете давать людям. А вот очень простое послание. Леса защищают наши дома. Видите, оно визуально выражено. Вот они наши дома, а вот это как бы некоторая защитная полоса лесная вокруг домов. То есть как бы вокруг урн, вокруг всех этих вещей можно строить лесные заграждения. Они могут иметь мусорок, свалок и так далее. Они могут
больше и больше сохранять там нормальную стабильную систему. Понимаете, не техногенные свалки, а свалки, обнесенные биологическими, значит, защитными механизмами. И в этом смысле мы говорим о том, что, значит, вот эти экосистемы, они сохраняют наши реально дома и здоровье наших людей. Понятно, это просто послание или это просто тот угол зрения, с которого стоит смотреть. Поэтому ни в коем случае, конечно, их не надо рубить, потому что иначе нарушается вот этот вот сохранный барьер вокруг наших, значит, домов. Значит, но еще один важный тезис, который я хочу сказать, это о том, что лес — это не плантация. Сегодня очень часто, это вот знаменитый, значит, вот видите здесь, это, значит, тоже можем посмотреть Timberwatch, то есть это как бы некоторая лесная вахта, да, то есть как бы количество, то есть и сегодня множество, значит, и глобальная лесная коалиция, множество знаменитых или, как сказать, солидных мировых организаций разделяют этот принцип. Лес не плантация. Коллеги, то есть как бы лес, он и есть лес. Когда мы говорим, что мы вот вырубим и посадим, то экологи говорят, это прекрасно, сажайте. Но оно не будет работать так, как работает исконный лес. Понятно, да? То есть как бы forest is not plantation. Да? Plantation are not forest. Да? То есть как бы, вот это вот тоже. Так что будьте осторожны с этими посланиями и как бы тоже понимаете. Я хочу, чтобы вы тоже как журналисты, как люди, несящие информацию, да, несущие этот свет знания вокруг себя, делали его с правильного как бы полагания. Да? Значит, следующее, значит, вот еще одна метафора в круге жизни, что жизнь, она на самом деле всегда циклична. То есть, как бы это вот видите, это уроборос, это как бы змей, который кусает себя за хвост, да, то есть вот он такой стилизованный, да, о том, что можно удерживать, что всегда можно разговаривать о том, что в круге жизни, что вы можете эти же послания пользовать в своих статьях и строить вокруг них. То есть, когда у вас есть зацепка, да, то есть, когда вот я понимаю, что у тебя есть какая-то мысль, ты ее в диссертации там оформляешь, да? Точно так же я думаю, что и для журналиста важно, у тебя есть какая-то зацепка, ты ее начинаешь облекать в слова, в какие-то факты, еще что-то. Вот как бы в этом смысле, что жизнь она циклична, и все должно двигаться по циклу. Цикл разорвался, жизнь строится по-другому, жизни нет. Понимаете, да? То есть и в этом смысле разница между полями и лесами, ну вот полями искусственными, да, и лесами естественными, или садами, и лесами, именно в этом, что в лесу все циклы замкнутые вокруг себя или там на лугу, да, а в поле они разомкнуты. И мы вот там один вид, да, и мы черпаем энергию именно из этого разомкнутого, вот этой разомкнутости, понимаете, да, то есть это все, что жизнью связано, то должно быть связано с цикличностью. Обращайте на это просто внимание. Ну вот, мы хотим еще показать, что причем здесь естественная экосистема. Естественная экосистема — это живые фильтры воды. И в этом смысле, что если они есть, да, если у реки есть, как это называется, пойменный лес, то, скорее всего, там вода будет более-менее чистая. Потому что иначе лес просто выгорит и погибнет. И он сам же ее чистит. Но я хочу здесь обратить внимание на такой момент о том, что у нас вот наша жемчужина, озеро Иссык-Куль, является озером удивительным. Оно ведь бесточное, туда все выпадает, и ничего оттуда не выпадает. Да? И экологи задаются часто вопросом, а почему же так происходит? Коллеги, у нас благодаря Эмилю Джапаровичу Шукурову, нашему уважаемому руководителю, учителю, есть ответ о том, что именно экологические... И чуть-чуть осталось, Томас, картинки. Вот, значит, что значит, именно экологические, именно вот эти дикие кусты и заросли, они делают воду чистой, то есть они ее фильтруют. И поэтому, когда мы, то есть именно озеро наше остается чистым именно за счет того, что у него есть вот эти вот непонятные никому облепишники, там параллельно же что-то там ломонос, боярышники, джигида наша с вами уважаемая, любимая, да, то есть, казалось бы, неприятные заросли, но они такие приятные вещи делают, это просто чудо. Там получается множество маленьких тенков, маленьких защитных сооружений. В этом смысле, что мы предлагаем? Мы говорим, ну хорошо, давайте, может быть, это не будет единой цепью, но если вокруг Иссык-Куля останутся только пляжи, через некоторое время вода сорвется, она перестанет быть чистой. Потому что мы, понимаете, да, только вот эти вот кусты, они еще защищают и как-то фильтруют. Потому что говорить о нормальных техногенных этих сооружениях даже смешно как-то, понимаете, да, то есть все туда льется. Ну, вы же согласны, вы это понимаете, я думаю, прекрасно. Все льется в озеро, вот я чуть правду сказал. Видите, то есть все льется в озеро. И вот озеро должно справляться. Мы предлагаем мозаичный принцип построения, значит, управления этим. То есть как бы кусты,
пляжи, пустые пляжи. Понятно, да? То есть вот это очень важно. Но это вот тоже послание, которое я хочу, значит, живые фильтры. Точно так же для всех других образований, правда? Так, ну, значит, и мы хотим, чтобы дать это на уровне местных сообществ, чтобы жизнь уже сохранялась самими сообществами, как на уровне государства, так и на уровне конкретного сообщества. Вот что очень важно. То есть как бы на всех уровнях организации социальной жизни должно происходить вот эта вот экологизация и сохранение баланса. Ну вот мы хотим следующее, то, что я вам говорил, это социальные механизмы, да? Ну вот это вот такая метафора, Эмиль Джабарович рисовал, значит, это матушка природа, как вы видите, да? И что мы говорим? Люди, мы имеем все права на природу, а природа обязана содержать, ублажать, и больше у нее никаких прав нету. Вот. Ну, вы видите, да, то есть, значит, хозяйство выливает грязно, а обыватели говорят, где наше потребление, природа нам вообще не нужна. Смотрите, что еще убить бы и выловить охотники. Развлекайся, на природе нет никаких правил, молодежь, да? Власть, чтобы еще у нее взять. И если выгодно, значит, можно говорить бизнес. Ну, то есть, и в конце концов, да, вот вы чуть понимаете эту метафору, что социум живет как бы на этом теле природы и постепенно его разъедая и убивая. Понятно, да? То есть, как бы, что мы хотим сказать, что законы должны быть так сбалансированы, чтобы все-таки мы каким-то образом менее ее, значит, уничтожали. Вот, ну вот, значит, что мы говорим про социальные механизмы регулирования, да, то есть тоже вот, как бы, картинка такая, да, значит, погадает нам, какое у нас экологическое будущее. А какое у вас экологическое настоящее? Что мы знаем про сегодняшний день? Коллеги, мы с вами ничего не знаем, да, то есть, как бы, природа живет сама по себе экологическое настоящее, а все про будущее. А мы уже в настоящем разрушили столько всего, что, дай Бог, хватит еще про будущее. И вот эта сова говорит, не мучай их, откуда же они могут знать? Это принципиальный вопрос о том, что мы с вами должны знать. И здесь журналисты как раз таки в социуме в другую функцию. Я вам рассказывал сначала экологические вещи, сейчас мы переходим уже к социальным вещам. Здесь журналист очень важно. Да? Ну вот, значит, на что надо обращать внимание? На то, что вся проблема в том, что у нас, значит, вот социальные механизмы, что нормируется. То есть культурой, что нормируется этикой. Каким образом идет подход к формированию нового взгляда. То есть у нас все говорится о том, что мир потребления. Может быть, стоит писать и давать такую информацию, что не в счастье в потреблении, а счастье в том, что в чем-то другом, в сохранении, в добре, в любви, в каких-то других ценностях. Понимаете, да? То есть, если мы сохраняем тот уровень потребления, который есть, и это равно счастье, то мы, к сожалению, не, значит, выдержим. Система просто не выдержит, это ясно. И разрушение будет огромным. Ну вот я говорю, у меня все это есть, и я, к сожалению, до сих пор несчастлив. Да? Коллеги, давайте думать о том, что счастье. Счастье в том, чтобы помогать друг другу и сохранять эти механизмы. Может быть, это большее счастье, чем выдвинуть оттуда золото. Понимаете? То есть я думаю, что это вот очень ясное послание. Да? То есть, значит, соответственно, мир потребления. То есть, как бы в этом смысле поддерживать не мир потребления, а может быть мир культуры, мир человеческий. Да? То есть человеческий мир не равен миру потребления. Это просто случайность, произошедшая там 150-200 лет назад. Понимаете, это не закономерность. Ну вот, стали бы, значит, теперь вот это показываем это же. Стать или не стать человеком? Вот в чем вопрос. Останешься обезьяной, сохранятся леса. А вот превратишься в человека, и лес растратишь на товары и услуги. Понятно, да? То есть, как бы. Так что вот очень такая ясная для нас ситуация. То есть, как бы товары и услуги или все-таки леса. Очень конкретно это все, значит, можно передать. Ну вот я хочу вам обратить внимание, чтобы вы обратили внимание на такое положение, как конвенции и, значит, международные договоренности. В частности, одна из принципиальных конвенций, я уже сказал про конвенцию о биоразнообразии, а это Орхусская конвенция, которая дает нам право, собственно говоря, участвовать в принятии экологически значимых решений. И журналисты здесь принципиально важная колонна этой конвенции. И я хочу, чтобы вы помнили про нее, знали и брали. Значит, смотрите, три: информация, правосудие и участие общественности. То есть, и мы, как страна подписанта этой конвенции, мы можем участвовать в этих вопросах. Я надеюсь, что вы можете помогать людям двигаться в эту сторону. Понятно? Это Орхусская конвенция, запишите, иногда еще Архусская пишет, и посмотрите просто те механизмы, которые с ней связаны. Да? То есть, как бы, Когда она была подписана? В 98-м, по-моему. Нет, нами 2000... Ой, посмотрю в этом смысле, ладно? У нас, знаете, на сайте, я просто не как юрист, в 98-м она была принята вообще по тестам мире, а Кыргызстан в 2000 каком-то присоединился, в 2002-м, да? Значит, в 2002-м Кыргызстан присоединился. Просто в 98-м был, в смысле, как сама конвенция. Но я советую зайти на сайт ГОСЛХ, у нас все 12 конвенций, там есть время подписания и так далее. То есть, как бы, и вот на них просто обратите внимание. То есть, что я говорю?
когда вы пишете статью, ту или иную, когда вы говорите об экологии, чекните, пожалуйста, что про это говорит Конвенция, международный договор. Там, скорее всего, самый интересный механизм. Смотрите, что я вам делюсь очень ясным механизмом, да, то есть обратите внимание, что про это, про что говорит корпус, что про этих барсов говорит сайтис или биоразнообразие, да, то есть вот какие-то конкретные вопросы задавать и смотреть. Значит, еще важно, люди имеют право знать. Это тоже предельно важно, то есть я продолжаю фокус конвенции. Значит, смотрите, то есть это я показал ГМО, Genetic Modified Products, да, то есть значит, что берут ген клубники, добавляют ген медузы, получают новую прекрасную клубнику. Это не та клубника, это не та медуза, это новое что-то. Да, оно похоже на клубнику, но это что-то новое. Мы имеем с вами право знать вот в этом риске. Это совсем другая логика. Понимаете, да? То есть, извольте, если вы это делаете, извольте нам рассказать. А мы должны иметь право выбора. В данном случае у нас есть право выбора. Если про экологические лимиты мы говорим, что там права нет выбора, то здесь право выбора есть. Не есть, например, не покупать. Понятно, да? Вот обращайте на это внимание. Значит, что касается Что, значит, касается прогнозов и динамик, уже подхожу к концу. Значит, прогнозы и динамики это, значит, в первую очередь, что нарушится система обратных связей в зонах, где это ресурс потребления. И транснациональные корпорации нечувствительны к территориальным экологическим рискам. Я в самом начале вам про это говорил. Обращайте внимание на том, что кто получает выгоду, то есть национальная корпорация Кумтор, кто получает выгоду от того, что здесь изымут золото, где его будут перепотреблять, и кто будет нести на себе риски? Местное сообщество. И мы с вами. Обратите на эти внимание на эти потоки вещества и изъятия продуктов. Понятно, да, то есть что это делается? Значит, вот, пожалуйста, глобальное потребление. Значит, что, значит, есть зоны, где, значит, вот эта карта роста национального продукта. Но видите, какие разные страны, исходя из этого, национального продукта могут быть. Да, то есть есть страны, и, собственно говоря, вот развитые страны отличаются от стран, вот, собственно говоря, видите, где тут? У нас в Австралии нет, в Африке практически вообще нету, да? То есть именно потому что энергия и ресурсы потребляются новым типом. И в этом смысле это проблема новых мировых договоренностей. Обращайте на это внимание и поддерживайте это. Вот прогнозы динамики. То есть обращайте внимание на то, что у нас уже практически не будет нефти, да, то есть и значит, что ее надо каким-то образом беречь. Экологи предлагают не беречь нефть, а заняться альтернативной энергетикой, да, то есть, которая не разрушает основы жизни. Так что обратите на это тоже внимание. Следующее, значит, объединение усилий для изменения климата. Да? Вот смотрите, я хочу, чтобы вы обратили внимание. У нас в стране еще один, значит, я вам вас отослал конвенциям, чтобы вы обратили внимание. Также у нас есть ряд исследовательских работ, которые тоже висят в интернете, чаще всего ПРООН это делает. Да? То есть, это вот национальный отчет по, значит, рамочной конвенции по изменению климата. И вот здесь вы можете увидеть, значит, прогнозы. Я не буду ее комментировать, да, то есть, но вы можете увидеть, что, смотрите, что если мы ничего не будем делать, то прогнозы очень неблагоприятные. У нас сначала будет до 2050 года повышаться лесной сток, а потом все упадет. То есть, да, для всех областей, видите, да? И это самая большая проблема для страны. Соответственно, нам надо уже сегодня что-то как-то предпринимать и делать с этим. Да? Вот вы можете обратить внимание на остальные, значит, вещи прогнозируем. Мы вот специально сделали такую более ясную табличку из работ с самого социального сообщения. Но обращайте внимание на прогнозы и их динамики. Следующий, вот, пожалуйста, здесь тоже в очень ясном виде, значит, вот я пока Zoe институт, да, вот тоже запишите вот это, Zoe Environmental Network, да, то есть они в таком прекрасном виде показывают нам о том, что может быть, если климат изменится в Центральной Азии, да, то есть будут производиться увеличение осадки, потом пыльные бури, сокращение площадей и так далее, и так далее. То есть у нас изменится, видишь, появляется засуха и таяние ледников. То есть, к чему мы говорим, что в таких простых посланиях можно удерживать этот прогноз. Мы хотим, чтобы так не случилось, коллеги, да? Обратите на это внимание. Поэтому, значит, следующее мы переходим к тому, что, значит, дожили. Климат стал изменчивой погодой. Помолчали, еще хуже накапишь. А что может быть хуже? Вообще климата не станет. Коллеги, если климата не станет, и жизни нашей с вами не будет. Так что обратите, пожалуйста, на это внимание. И последнее, это, собственно говоря, что нужно и можно делать. Я хочу о том, чтобы вы просто обратили внимание на эти картинки, да, то есть сохраняйте экосистему, озеленяйте территории, используйте компостные ямы. То есть есть целый ряд механизмов деятельности, которые экологи предлагают. Сфиксируйте на них ваши послания, то есть думайте об этом. Помогайте людям разобраться в этих механизмах. Не говорите, что экологи чему-то противостоят. Да ничего мы противостоим, мы пытаемся
жизнь-то нашу улучшить с вами, коллеги, понимаете, да? То есть, что эти вещи будем делать, жизнь останется. Не будем этого делать. Я, честно говоря, Бог его знает, что произойдет, но точно ничего хорошего. Понимаете, да? Вот. И я хочу сказать, что вот на чем еще обратить ваше внимание, что планы должны быть как на уровне политик, так и на уровне местных экопланов. И мы предлагаем вам создавать также местные экопланы, где, то есть помогать людям создавать, то есть планировать свою деятельность экологически устойчивую не только на уровне государства, но и на уровне местного сообщества. И в этом смысле роль средств массовой информации предельно важна. Да, потому что они могут объединять людей вокруг каких-то идей. Ну и последний слайд, который я хочу сказать, что вот как бы на уровне, я сейчас сказала про уровень людей, которые спокойно могут делать те или иные вещи, на уровне местных сообществ, я хочу выйти на уровень политик. Мы точно так же можем поддерживать ту или иную политику. За счет того, что мы поддерживаем тех или иных президентов, всегда говорят, что СМИ это четвертая власть. СМИ это четвертая власть. И в этом смысле, каким образом вы пользуетесь своей властью для того, чтобы организовать большую глобальную политику? Мы считаем, что самым одним из базовых тезисов экологизации политики является, что будущее есть только вот такой политики, которая обеспечивает сохранение экосистем. Потому что тогда сохраняется жизнь. Я возвращаюсь опять к своему первому тезису, что жизнь явление уникальное, и если мы не сохраняем механизмы его удержания, то никакой выбора никакого нет. Просто не будет жизни. Спасибо вам большое.